В эфире «Экономика». Здравствуйте. Платежный баланс Кыргызстана. Что это такое и почему он важен? Об этом наша передача сегодня. Платежный баланс – это итог экономической деятельности страны, выраженный в денежных средствах. Своего рода отчет о движении денежных средств в масштабах страны. Три основных раздела этого документа показывают, насколько Кыргызстан преуспел в привлечении денег в страну. Рассматривая платежный баланс, необходимо пристальное внимание уделить текущему счету. Текущий счет Кыргызской Республики главным образом формируется исходя из двух основных статей. Это торговля товарами и денежные переводы. В части торговли товарами можно отметить следующее. По итогам 2013 года объем импорта, то есть объем товаров, которые закупила Кыргызская Республика, составил порядка 5-6 миллиардов. При этом объем экспорта был на уровне 2 миллиардов. Таким образом, объем импорта превышает объем экспорта более чем в 2,5 раза. В части структуры импорта, думаю, следует отметить, что основной объем его приходится на нефтепродукты. В части экспорта следует отметить, что основная доля приходится на золото. Таким образом, можно отметить, что Кыргызстан является импортозависимой страной. К сожалению, сегодняшний платежный баланс Кыргызстана не является устойчивым в долгосрочной перспективе. Причина в отрицательном торговом сальдо. Другими словами, мы больше импортируем, чем экспортируем. Вся разница покрывается за счет переводов мигрантов и за счет иностранных кредитов и грантов. Риски, допустим, имеются в части большого объема импорта, да? В части того, что у нас денежные переводы занимают основную долю притока, да? То есть приток валюты, в принципе, обеспечивается и экспортом, и денежными переводами, да? Соответственно, снижение объема денежных переводов, да, уже создает определенные риски. В части экспорта могу отметить, что экспорт недостаточно диверсифицирован. То есть он в основном главным образом состоит из золота, да? То есть колебания мировых цен на золото тоже создают определенные риски для экспортной выручки. Также в структуре экспорта значительный объем приходится также на реэкспортируемые товарные позиции. То есть это те позиции, которые мы сами не производим. Их тенденция поступления также подвержена рискам. Азиатские тигры и драконы, показавшие бурный рост в последние годы, фактически проводили жесткую экспортно-ориентированную политику. Только увеличение экспорта товаров и услуг может дать желаемое развитие. Этого можно достичь в первую очередь через улучшение условий для экспортеров и для инвесторов. Значит, то есть первый компонент, который вот в этих странах был, это, во-первых, четко выраженная экспортная политика. Например, это льготы по налогу для экспортных предприятий. Хотя это не является главным, но в этом контексте означает, что, допустим, у нас возврат НДС должен быть настолько автоматизирован, чтобы те предприятия, которые экспортируют, реально получали выгоды. Другое дело уровень регулирования. Да? Он должен тоже минимальный. И более того, он должен помогать, фасилитировать. Да? То есть мы должны убрать все барьеры, которые идут на пути наших экспортных товаров, вплоть до того, чтобы просто помогать предприятиям выполнять, допустим, нормы, которые требует таможенный союз от наших предприятий. Это нужно инвестировать в инфраструктуру экспорта. И третье, это, конечно, должно работать экспортное окно. Единое окно по экспорту, причем максимально. Я до сих пор поражен, как, вот, допустим, в Таиланде выдаются документы на экспортные товары, все, которые нужны, включая, допустим, халал-документ, который является, допустим, основой для экспортирования в мусульманские страны, это занимает максимум 50 минут. Итак, платежный баланс является своего рода градусником, измерителем состояния экономики. В настоящее время в краткосрочной перспективе за счет крупных вливаний иностранной валюты в виде поступления от мигрантов и зарубежных кредитов нам удается покрывать разницу экспорта и импорта. Однако необходимо, чтобы приходящие средства тратились наиболее эффективно и инвестировались в производство товаров и услуг. Большинство лет мы всегда имели большой приток иностранных кредитов. Прямые иностранные инвестиции, они были низкие. Я помню, допустим, начало 2000-х годов, когда
приток минус отток иностранных инвестиций, он показывал 0, иногда был отрицательный. Сейчас же у нас вот валовые прямые инвестиции, те, которые вошли в экономику, это за 2013 год, если не ошибусь, порядка 900 миллионов долларов. Ну, чистые, наверное, 400 или 500 миллионов долларов. Это плюс, который вошел в экономику. Другое дело, что, опять же, нужно смотреть, что это за прямые иностранные инвестиции, потому что есть инвестиции, которые просто покупают ценные бумаги, да, а есть инвестиции, которые потом превращаются в инвестиции в основной капитал. К сожалению, вот этот передаточный механизм еще не работает. И с чем это связано? Ну, это связано, конечно, с инвестиционным климатом. То есть готов ли наш инвестиционный климат абсорбировать всю эту валюту, которая приходит в страну в виде производства товаров? Пока еще нет. То есть в первую очередь это коррупция, это неустойчивость государственного регулирования. В-третьих, конечно, вот малый рынок. Спасибо за внимание, всего доброго.